Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый, вне зависимости от возраста, может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе традиционно принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры, номинанты национальной музыкальной премии «Булгар» родился Нурзада и Азат. Добрый вечер. Азат, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я очень рада, что участвую в передаче «Переведи». И хотел бы, конечно, выиграть сегодня. Но хочу сказать, что я считаю, что я довольно-таки хорошо знаю татарский язык. И, во-первых, я Царского района, во-вторых, я землячка Габдуллы Тукая, поэтому я должна знать хорошо татарский язык. Я пришел на эту программу проверить свои силы. Как я знаю татарский язык, я думаю, что сегодня я выиграю. Ну что ж, Нурзада, Азат, правила нашей игры и, в частности, первого тура очень простые. Сейчас перед вами появятся две темы, надо будет решить, кто будет выбирать первым. После этого в рамках этой темы я вашему вниманию предложу 8 слов, которые надо будет перевести с русского языка на татарский. Все очень просто. Чтобы было легче, я дам вам 3 варианта ответа. Ответьте правильно, заработайте 2 балла. Ответьте неправильно, и, возможно, заработать дополнительный балл на вопросе соперника будет у вашего соперника. Все понятно? Да, все понятно. Отлично. Помимо этого, в первом туре есть небольшие бонусы, которые вы узнаете по ходу игры. Уважаемые телезрители, мы начинаем первый тур телеигры «Переведи». Две темы: военное дело и КамАЗ. Кто из вас выбирает первый? Военное дело. Военное дело. Может, КамАЗ? КамАЗ. Я знаю только машину. Ну, это все, что связано с челнами, с КамАЗом. Я предлагаю поддержать акцию ТНВ, выбирай наше, покупай татарстанское. Я понимаю, но почему-то мне кажется... Поверьте мне, КамАЗ будет легче, чем военное дело. Да? Да, я обещаю. Ну, хорошо, КамАЗ. Итак, мы играем в тему КамАЗ, играем с Нурзадой. Готовы? Нурзада, переведите на татарский язык слово «всесоюзная стройка». Бүтін союз түзіліші, бірлік ішіндегі түзіліш, СССР түзіліші. Бүтін союз түзіліші. Это правильный ответ. Бірлік ішіндегі түзіліш, стройка внутри объединения. СССР түзіліші, стройка СССР. А бүтін союз түзіліші, всесоюзная стройка. Азат, играем с вами. Как по-татарски будет большегрузный автомобиль? Зур йык автомобиля, зур груз автомобиля, зур уран автомобиля. Зур-Ек автомобиля. Это правильный ответ. Зур груз автомобиля – это неправильный перевод. Зур уран автомобиля – это автомобиль с большим призывом, кличем. Ну, вообще не существует такого автомобиля, если честно. А Зур-Ек автомобиля действительно большегрузный автомобиль. Нурзада, волнуетесь? Конечно. А премия-то скоро, 13 декабря. Да, скоро премия, 13 декабря. Это еще больше волнений у нас, потому что, во-первых, ну, хочется сказать огромное спасибо за то, что вот радио «Булгар» проводит такое мероприятие, масштабное мероприятие. Поэтому, конечно, очень волнуюсь. Огромное, конечно, спасибо. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, какая ваша песня номинирована? Номинирована песня «Алтыным күмешим син». О, «Алтыным күмешим син». Да, слова автор слов Гульфия Шакирова, а музыку я написала сама. Здорово, вы еще и композитор. Да, и автор-исполнитель. Ну что ж, очень плавно переходим мы к третьему вопросу. Нурзада, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет оборудование? Жайланма, жихаз, станоклар. Жайланма. То есть вы считаете, что жайланма – это оборудование? Шлайды. Понял, жихаз, жихаз, это, я так думаю, что жихаз, говоря, больше, наверное, как мебель. Станоклар, это аңлашыла. Жайланма. Жайланма. Ну вот смотрите, слово «жайланма», оно вот... Yok, жихаз. Бар. Чунги там есть, потому что и дома мебель, и в КамАЗ же у нас тут, да? КамАЗ. У КамАЗа же тоже есть оборудование. Логично. Итак, Жихаз. правильный ответ? Жихаз. Принят. Это правильный ответ. Жайланма – это приспособление. Станоклар – это станки, а вот жихаз действительно это оборудование. Азат, какие у вас были ощущения, когда узнали, что вы номинированы на премию «Булгар» родился? Ну, я сам смотрел вот последнюю передачу, вот когда, по-моему,
4 недели идет же вот эта все передача. Вот последняя, когда я узнал, что я первое место занял, эту премию. И, ну, как сказать, сначала не верил, потом уж как-то стало волновался, тут все как сказать. Но я не жалею, что участвовал. И спасибо всем, кто меня поддерживал. Азат, всех мучает этот вопрос. Я уверен, каждый задавал, наверное, этот вопрос. Сами за свою песню хоть раз голосовали? Да, голосовал. Голосовали. Не буду скрывать, голосовал. Да, Ну, то есть своя песня нравится, Конечно, свой труд, всегда, конечно. да. Я уверен, что каждый человек... Вот если бы было голосование на лучшую телевикторину, я бы тоже проголосовал за телеигру «Переведи». А какая песня номинирована? Яшлик Битулбергна. Яшлик Битулбергна. Закван, слова пишет. Написал потом Альфред Экшембетов. Музыка. Через эту песню меня народ узнал. Как я так думаю. То есть это Да. визитная карточка получилась. Визитная карточка, да. Это. Ну что ж, давайте 4-й вопрос, попробуем его разгадать. Как на татарский язык переводится слово «литейный завод»? Очень простой вопрос. Каю завода, корыш завода, эритип ябуштыру завода. Когда-нибудь пели песню про литейный завод? Үйренерге керек была. Нет. Не пел песню. Придется, да? Придется. Какая-нибудь такая песня. Эх, каю заводлары. Или эх, После корыш передачи. заводлары. Или вот самый оригинальный вариант. Эх, эритип ябуштыру заводлары. Литейный. Я думаю, Каю заводлар. То есть вам кажется, что каю заводлары. Кажется. Кажется. Только кажется. Только кажется. Ну, решайтесь. Ситуация такая. Мне нужен конкретный ответ. Уверенно надо, уверенно. Короче, завода. Да. Может, эритип ябуштыру завода? Не знаю. А можно вы выберете вариант? Нет. Я не могу выбрать. Правильный вариант. А, правильно? Звонок другу. Ну, мне вообще нравится эритип ябуштыру завода, но я за его правильность вообще не ручаюсь. Точнее, я ручаюсь... Не надо, что. Литейный. Я ручаюсь за то, что среди этих 3 вариантов есть правильный. Давайте это пьебаштру. Вы серьезно сейчас? Давайте, пусть будет. Принято. Неправильно. Это неправильный ответ. Ну, тогда есть возможность заработать дополнительный балл. Как же по-татарски будет литейный завод? Я тоже так думаю, эритип ябуштыру завода, лекин у меня 2 варианта было каю завода. Корыш түгел инде. Архаль. Ну не А корыш. что такое корыш? Корыш? Это хорошо. Честно, блин. По-русски не знаю. Ну, я знаю, наверное, я сейчас не помню. Не могу сказать. Итак, ваш ответ? Ну, Сулей, давайте. Каю завода. Давай. Ну, женская интуиция, она вообще помогает людям жить. Мурзаде. Улыбнитесь. Ярар. Каю завода болсын. Принято. Неправильный ответ. Это правильный ответ. Каю завода – это литейный завод. Корыш завода – корыш – это сталь. Завод стали, корыш завода. Эритип ябуштыру завода – сварочный завод. Ну, не существует такого завода, да? Итак, 5-й вопрос. Нурзада, играем с вами. Нурзада, переведите на татарский язык слово «мощность мотора». Моторның әйләнеш көче, моторның егәрлеге, моторның көче. Мощность мотора. Вы за рулем, вы вообще вводите автомобиль? Да, вожу. Итак, моторның Моторный эйләнеш. әйләнеш көче, моторның егәрлеге, моторның көче. Но мне кажется, моторный күші. Но тут у меня моторный егерлиги еще вот, как бы. Күші. Нет, моторный егерлиги. Моторның егәрлеге. Принято. Это правильный ответ. Моторның әйләнеш көче – сила вращения мотора.
Моторның күші, если дословно, сила мотора. А моторның егерлігі – это действительно мощность мотора. 6-й вопрос. Играем с вами, Азат. Как по-татарски будет самосвал? Самосвал. Йük тиягіш машина. Усть бушаткыш. Усть бушаткаш, это, как сказать, сам вожу типа этого. Самосвал. Вот это первое слово не надо было, конечно. Самосвал. Путает немножко. Ну, мы стараемся все-таки как-то немножко запутать вас. Это же игра. Видно. И как показывает игра, в предыдущий раз мне это удалось. Самосвал. Усть бушаткаш, я думаю. Усть бушаткыш. Да. Принято. Как бы вы ни смеялись, это правильный ответ. Самосвал – это неправильный перевод, да? Это русский вариант русского варианта. Йük тиягіш машина, автомобиль-погрузчик. А усть бушаткыш действительно самосвал. Нурзада, играем с вами. Переведите на татарский язык слово «производственные мощности». Жихаз куәтләре, житештіру куәтләре, производство кишләре. Җитештерү куәтләре. Принято. Это правильный ответ. Жихаз куәтләре – мощность оборудования. Производство кишләре – неправильный перевод. А житештіру куәтләре – это действительно производственная мощность. 8-й вопрос. Играем с вами. Азат, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет прицеп? Ияршин, электргіш арба, тағылма. Ияршин, электргіш арба. Ну, когда деревни вот росли, у нас всегда прицеп. Вот поэтому... Это частая проблема, между прочим. Да, что русские слова будь то тоже используются. Прицеп, она ертелер, электрелер или тағалар? Тағалар. Тағылма. Давайте уверенно, Все, да? тағылма. Все, принято. Это правильный ответ. Яршин – это спутник, либо следующий за кем-то или за чем-то. Электргіш арба – тележка, зацепка. А тағылма действительно это прицеп. На этом 8 вопросов, традиционно, которые переводятся с русского языка на татарский, закончились. Но я вам напоминал и говорил, и продолжаю говорить, что в первом туре есть небольшой бонус, предполагающий перевести по одному слову с английского языка на татарский. Если вы делаете это правильно, зарабатываете 3 балла. Если нет, то на вопросе соперника дополнительно 2 балла может заработать ваш соперник. Нурзада, вспоминаем, да, что мы окончили факультет иностранных языков Казанского университета. Сейчас у Азата опорок будет. Я ничего не закончил. Итак, Нурзада, как с английского языка на татарский перевод слова to build? To build. Түзүргө. Түзүргө. Это правильный ответ. В вашем активе 3 балла. Азат. 0 баллов хватит. Азат, как с английского языка на татарский перевод слово to construct? Нет, не знаю. Потому что английский у меня, как сказать? А? Не знаете. Нурзада, есть возможность заработать дополнительные 2 балла. Как же по-татарски будет слово to construct? Ну, я тоже думаю, так, констракт, это как бы от слова конструировать. Ну, по-татарски? Татарчасы шулук түзүү ишлерине кабыл ишледир инде. Демек? Түзүү нерседир. Ну, не ишлерге? Түзүргө, ишлерге, түзүргө. Ишлерге ми түзүргө? Түзүргө. Түзүргө. Уверенно, да, прям? Уверенно? Ну, энди. Все, конечно. Что это будет? Инды? Принято. Это правильный ответ. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, дело в том, что первый тур на этом подошел к концу. Это только начальный этап нашей сегодняшней телеигры. По итогам первого тура, Азат, вы набрали 6 баллов. Нурзада, вы набрали 14 баллов. Это только начало, впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Не переключайтесь, оставайтесь на канале ТНВ.
Добрый вечер, меня зовут Ильсур Нафиков, в эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют номинанты национальной музыкальной премии «Булгар Радиосы» Нурзада и Азат Фазлыев. И итоги первого тура следующие. Впереди Нурзада, у нее 14 баллов, у Азата 6 баллов. Вы готовы играть дальше вообще? Да. Конечно. Вы готовы взять реванш во втором туре, Азат? Попробуем. Попробуем. Отлично, попробуем. Уважаемые телезрители, мы начинаем второй тур телеигры «Переведи». Правила второго тура очень простые. Сейчас перед вами появятся две темы. Выбирать будет тот, у кого больше баллов по итогам первого тура. И это вы, Нурзада. Хорошо. После этого вашему вниманию я предложу 8 слов, которые в этот раз надо будет перевести с татарского языка на русский. Чтобы было проще, у вас будет также 3 варианта ответа. Ответьте правильно, заработаете 4 балла. Ответьте неправильно, возможно, заработать дополнительные 3 балла на вопросе соперника. Собственно, будет у вашего соперника. Все понятно? Хорошо, да, все Ну что ж, давайте начинать. Итак, две темы. Океан, политика. Нурзада, во что играем? Азат говорит, давай, говорит, в океан. Давай в океан. Мне почему-то хочется. Она говорит, в океан. Мне почему-то политика, я думала. С русского на татарский, да, переводим сейчас? С татарского на русский. Поверьте мне, океан чище, чем политика. Океан, да, давайте океан. Давайте океан. Итак, играем в тему океан. Нурзада, играем с вами. Вот, так что- Нурзада, как с татарского языка на русский переводится слово «тыньяк» без океана? Северно-ледовитый океан, Атлантический океан, Индийский океан. Северно-ледовитый океан. Принято. Северно-ледовитый океан. Это правильный ответ. Атлантический океан будет Атлантик океан. Индийский океан будет Хинд океана. Северный ледовитый океан будет Тыньяк без океана. А вот Тихий океан по-татарски будет Тын океан. Так вот. Азат, играем с вами. Вы же хотели океан. Как говорится, с головой в воду. Как с татарского языка на русский переводится су-усен? Водоросли, планктон, моллюск. Водоросли. Это правильный ответ. Планктон по-татарски будет планктон, моллюск по-татарски будет моллюск. А сусем это водоросли. Третий вопрос, играем с вами, Нурзада. Нурзада, как с татарского языка на русский переводится жир üslüge? Углубление в земле, оболочка, поверхность земли. Поверхность земли. Это правильный ответ. Углубление в земле жирдегі уем. Шорор. А оболочка земли жир кабыгы. А жир üslüge это действительно поверхность земли. Азат, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится кыньяк ярымшар? Южное полушарие, северное полушарие, южный пассат. Первый вариант — южное полушарие. Уверен прям? Да? Точно? Давай, да, нормально все, да. Все правильно. Это правильный ответ. Северное полушарие тыньяк ярымшар. Южный пассат кыньяк пассат. Пассат это вообще тропический ветер. Такой приятный. Так, пятый вопрос, Нурзада, играем с вами. Нурзада, как с татарского языка на русский переводится дулкан сарта? Длина волны, гребень волны, подошва волны. Я думаю, гребень волны. Гребень волны. Это правильный ответ. Длина волны дулкан озунлуга. Подошва, то есть ее нижняя часть волны, дулкан нигезе. А вот дулкан сырты это гребень волны, действительно. Итак, шестой вопрос, Азат, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится слово мержен? Ракушка, галька, коралл. Ракушка. Ракушка. Уверен прям. Ну, коралл это, как сказать, ну, я в море когда отдыхал, там кораллы были. Галька это другой вообще. Ракушка остается. Ракушка? Принято. Это неправильный ответ. Как так? Галька. Итак, Нурзада, как с татарского языка на русский переводится слово мержен? Коралл или галька? Я думаю, что коралл. Это правильный ответ. У меня коралловые
браслет. Ну, знаете, я же Мерджан не таскаю с собой ничего. Ну, вы знаете, как бы это... Ну, как сказать, вот коралл у меня как-то стал другим. Коралл это вообще... Коралловые моллюски, они живут в кораллах, такие рифы большие есть. Да, да. Ракушка по-татарски будет кобрщер, галька швирташ, а вот коралл по-татарски будет мержань. Итак, 7-й вопрос, Нурзада, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводит слово «ирме»? Вихрь, нагромождение, течение. Вихрь. Вихрь. Это правильный ответ. Нагромождение это ием. Течение это огам, а ирме это вихрь. Итак, Азат, 8-й вопрос, последний вопрос второго тура. Как с татарского языка на русский переводит слово Мария Щонгылы? Залив Марии, Марианская впадина, Мариинская скала. Щонгол. Чё? Мария Щонгылы. Ну, для того, Сначала чтобы вам было татарского проще, значит, чтобы у вас хотя бы из 3 вариантов сразу 2 только осталось в голове, напоминаю, мы играем в тему океан. Да. Я думаю, что залив Марии. Залив Марии. Я просто, знаете, Щонгол, вот, не знаю вот слово татарское. Сначала знать надо татарский вот этот Щонгол, слово. Потом только. То есть вы считаете, что... Залив Марии, я думаю. Залив Марии. Принято. Это неправильный ответ. Ну, остается. Нурзада, как с татарского на русский переводится Мария Щонгылы? Ну, скала однозначно, что нет, но я сразу знала, что Марианская впадина. Марианская Потому что впадина. залив это такое место уже знаю. Потому что... А вы географию на татарском изучали? Нет, на русском. На русском языке. Я закончила русскую школу. Русскую школу закончил. А вы, Азат? Не чисто русскую школу, а русский класс закончила. Чисто татарскую. Ну, я просто там не так уж пропускал немножко. Пропускал немного. Почему-то попадал... Вот эти уроки ты пропускал. География. Именно, да. Понятно. Итак, вы считаете, что Мария Щонгылы это Марианская впадина? Да. Это правильный ответ. Залив Марии Мария Бугазы. Мариинская скала Мария Каясы. А вот Мариинская впадина это Мария Щонгылы. К сведению, глубина самой глубокой в мире Марианской впадины Мария Щонгылы около 11 тысяч метров. Уважаемые участники, уважаемые телезрители, на этом 2-й тур нашей игры подошел к концу. Азат, по сумме 1-го и 2-го тура вы набрали 14 баллов. Нурзада, вы набрали 36 баллов. Впереди нас ждет финальный раунд. Иногда в финале все меняется с ног на голову. Потому что стоимость одного вопроса в финале 4 балла, а доп. Вопроса 5 баллов. Уважаемые телезрители, не переключайтесь, впереди нас ждет увлекательный финальный раунд. Правила финального раунда очень просты. Традиционно появляются 2 темы. Выбирает тот, у кого больше баллов по итогам 1-го и 2-го тура. Это вы, Нурзада. После этого вашему вниманию представляется 8 вопросов, в рамках которых надо 8 слов перевести с русского языка на татарский. Единственное отличие в том, что вариантов ответа у вас не будет. Ответьте правильно, заработайте 4 балла. Ответьте неправильно, и возможность заработать дополнительные 5 баллов будет у вашего соперника на вопросе вашего соперника. Все понятно? Да, все понятно. Играем в финальный раунд? Играем. Азат? Играем? Точно? Конечно. Уважаемые телезрители, мы начинаем финальный раунд. Ну что ж, Нурзада, 2 темы: госслужба и экономика. Во что играем? Ну, хорошо, пусть будет госслужба. Пусть будет Госслужба. госслужба. Итак, первый вопрос. Нурзада, играем с вами. Как по-татарски будет ведущий специалист? Ведущий специалист. Ведущий специалист. Алып барышы була алмайм деп. Алып барышы. Yok, алып барышы. Ну, такой говорит. Әйдәгез. Ну, Әйдәман мı? Әйдәман деп те айта аламын мен. Я могу сказать әйдәман. Нәрсе что баруще? За собой. Ведущий. Алып барышы? Yok. Алып баруще білгіш.
Алып барушы белгичтирин дее. Окей. Принято. Это неправильный ответ. Идя барыша. Білгіш. Это правильный ответ. Я же вам подсказывал. Это что, Барыш? Отлично. Азат, как по-татарски будет чиновник? Такое очень простое слово. Да, просто. Жетекші. Жетекші. Это неправильный ответ. Я тоже так почему-то Нет, думала. нет, это другой чиновник. Это не жетекші даже. Нурзада, 5 баллов. Как по-татарски будет Беляй, чиновник? знала, да, знала, я не помню сейчас, да, тоже. Итак, Чиновник. ну такое непопулярное слово, если честно. Я вот не встречаю его. Никто не говорит, что вот он чиновник. Но в послании президента на татарском Дороже. языке Государственному Совету Республики Татарстан есть это слово. Шмекер? Шмекер. Это неправильный ответ. Дело в том, что жетекши – это руководитель. Да. А шмекер – это Бизнесмен. предприниматель. Предприниматель. А вот чиновник по-татарски будет туре. Знали. Нурзада, играем с вами. Как по-татарски будет удостоверение? Ну, это очень просто. А я? На самом деле, для того, чтобы вспомнить это слово, надо задаться вопросом, что делает удостоверение. Удостоверяет личность. По-русски знаю, получается. По-татарски нет. Сейчас скажу. Ох, знала, вот точно знала. У меня, наверное, еще где-то есть даже документ. Итак, ваш вариант ответа? Нет, блин. Не помните. Нет, не помню. Отлично. Азат, есть возможность заработать дополнительные 5 баллов. Очень нужно, очень необходимо. Как же по-татарски будет удостоверение? Танықлық. Это правильный ответ. Азат, вам достается словосочетание «часы приема». Қабыл ету сағатлары. Это правильный ответ. Нурзада, как по-татарски будет государственное управление? Ну, структура, я имею в виду. Ладно. Структура, Я поняла. государственное управление. Тут два слова: государство и управление. Хакумет? Как будет государственный совет? Ну, очень просто сейчас. Казанский государственный университет. Вспоминаем, да? Казанский государственный педагогический университет. А я? Казан. Казан Девлет? Спасибо. С первым словом мы разобрались. Теперь нам надо разобраться со словом управление. Девлет. Госуправление? Угу. Госуправление. Yok. Bilmiyorum. Devlet жетекшілігі? Давлет жетекшілігі. Это неправильный ответ. Азат, как по-татарски будет государственное управление? Дәулет Ишмас. Давлет Ишмас. Он тоже, к сожалению, неправильный. Государственное управление по-татарски будет Давлет Идарас. İdaresi. Азат, вам достается очень легкое слово под самый занавес этой игры, как по-татарски будет обращение. Індәшу. Ндашу. Обращение. Ну, ндашу это как бы... Да. А вот официальное обращение. Еще очень часто говорят. Если что, обращайтесь. Ну, Азат. Азат.
Азат, я вынужден констатировать, что у вас нет ответа. Да, давайте. Нурзада, как же по-татарски будет обращение? Я знаю этот ответ. Миражагат. Это правильный ответ. Действительно, обращение это миражагат. Говорите, миражагат. Президент, без миражагаты. Да. Нурзада, вам достается непростое слово. Вам вообще сегодня достается все непростое. Как по-татарски будут электронные услуги? Электронные услуги. Хазметы? Электронный хазмет? Курсету. Это правильный ответ. Славили? Действительно, электронные услуги по-татарски будет электрон хазмет курсету или электрон хазмет ляр еще иногда говорят. Ну что ж, последнее слово достается вам, Азат. Как по-татарски будет государственная власть? Дәүләт власти. Власти? Я уже это... Очень просто было бы. Дәүләт власти. Дәүләт хакимият. Это правильный ответ. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, на этом финальный тур нашей игры и целиком наша сегодняшняя игра подошли к концу. Азат, в финале вы попытались сократить отставание, но буквально под самый занавес финала вам это, к сожалению, не удалось. Вы набрали 32 балла. Нурзада, вы набрали 45 баллов. От компании «Татарстан. Новый век» и телепроекта «Переведи» мы желаем вам удачи на национальной музыкальной премии «Булгар Радиоса» и дарим полезные подарки. Спасибо. Вам достается русско-татарский разговорник, я уверен, он вам пригодится. Ну а вам, Нурзада, я надеюсь, ваши крепкие руки донесут татар-энциклопедию Сызлыга. Как я обожаю книги, если бы знали. Спасибо большое. Дорогие друзья, вы тоже можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого позвоните по телефону в Казани 570 50 76. Нам прежде всего интересны люди, владеющие татарским не на разговорном, а на начальном или среднем уровне. С вами была телеигра «Переведи» и я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Телевизордан караганда, шу енді екінші зеттерлі бітін нәрсені білесінде кебек, өзің шында шығып ойнағаштың, ол ұнытыла екен сөзлерді нәрсе. Шуңа күрәлі татар тілін нақлап үйренірге керек екен. Бар-бар біздің деттіге кіші халық тілінде сие шатырған сөздерні білеміз. Біздің деттіге мәғнәлерек, іштелекірек сөздерні біліп бітірмейбіз екен. Әмді келешекте шу сөздерні нығырақ білерге, кішейтірге, білімні арттырға деп кәнтілек білен қайтып кетем. Это, скажем так, я немножко, конечно, огорчена тем, что я, независимо от того, что я выиграла, просто, оказывается, многих слов я не знаю. Это меня немножко огорчило. Но я стараюсь в будущем, Алла берса, выучу все. Не столько выучу, а столько надо будет, конечно, обучать, изучать все вот эту книжку. Я очень рада, что мне подарили такую книжку. Спасибо большое.